На канале Абхазского телевидения информационный выпуск Камшик-Шара. Здравствуйте. Центральная избирательная комиссия Абхазии утвердила календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов президента республики. В частности, согласно плану, регистрация инициативных групп и партий пройдет с 22 мая по 11 июня. Выдвижение кандидатов в президенты также с 22 мая по 11 июня. Списки избирательных округов должны быть опубликованы за 50 дней до дня голосования. Регистрация кандидатов в президенты пройдет в течение 10 дней с момента подачи документов, но не позднее 30 дней до выборов. 25-ю годовщину со дня своего образования отмечает Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия. В честь юбилейной даты в Сухуми прошли праздничные мероприятия, в которых принял участие президент Рауль Хаджимба. Поздравить коллег из Южной Осетии приехала делегация, возглавляемая председателем Комитета по налогам и сборам Юго-Осетинской Республики Владимиром Каджаевым. Подробности в репортаже Кугуцы Вардани. Мероприятия, посвященные 25-летию Министерства по налогам и сборам Абхазии, начались с церемонии возложения цветов в мемориалу погибших защитников Родины в парке Славы в Сухуми. 53 сотрудника организации принимали участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Сотрудники министерства во главе с руководителем Дауром Курмази и приглашенные гости почтили память воинов, павших за свободу и независимость Абхазии. Затем в конференц-зале кабинета министров состоялось торжественное заседание. Министр Даур Курмази рассказал об основных этапах становления и развития налоговой службы и о ее достижениях в последние годы. Становление и развитие налоговой службы Республики Абхазия происходило в неразрывной связи с развитием нашего государства. В условиях послевоенной разрухи государственная налоговая служба и в целом налоговая система Республики Абхазия создавались как важнейшие и крайне необходимые государству элементы. Вчерашние ополченцы со своими соратниками начали принимать активное участие в строительстве своего государства, в том числе и в создании налоговой службы. Одним пришлось вспоминать довоенный опыт, другим осваивать новую профессию. Наверное, не ошибусь, если скажу, что первые годы были самыми тяжелыми во всех смыслах. Но безграничная вера народа в будущее нашей страны дала свои плоды. Создана на нулевой базе налоговая служба уже в 1999 году обеспечила фактическое поступление налоговых платежей в размере 48 миллионов рублей. Сотрудников Министерства по налогам и сборам поздравил президент Рауль Хаджимба. Налоговая служба всегда являлась надежной опорой государства и гарантом экономической безопасности страны. За последние годы в деятельности ведомства произошло много изменений, обеспечивающих его полноценное становление и функционирование, отметил в частности в своем выступлении глава государства. Рауль Хаджимба подчеркнул, что в системе налоговых органов трудились и трудятся квалифицированные специалисты. Им на смену приходят новые молодые кадры, ежегодно накапливаются опыт качественного налогового администрирования. Растут собственные доходы государственного бюджета за счет расширения налогооблагаемой базы и увеличения объемов налоговых платежей предпринимателей. В то же время, как отметил президент, фискальная политика государства не должна быть тяжелой для одних налогоплательщиков и лояльной к другим. Реализация именно этой задачи и возложена на налоговые органы. Другой стороной такого подхода должен стать регулирующий характер налоговой системы, способствующий развитию собственной экономики и поддержке отечественного предпринимательства. Отношение государства в лице его фискальных органов к налогоплательщику любого уровня должно строиться на взаимном доверии и уважении, гарантированном соблюдении его прав, четкости и обоснованности требований на основе нашего законодательства в этой сфере. Указом президента Мирабу Логуа присвоен классный чин советника налоговой службы первого класса, а заместителям министра по налогам и сборам Александру Гуле и Леонтию Ардзенбо присвоены классные чины государственных советников налоговой службы. На торжественном заседании присутствовали и бывшие руководители ведомства, возглавлявшие организацию в разные годы. Все, что достигнуто сегодня в деятельности Министерства по налогам и сборам, как дом строилось по кирпичику. И мне очень приятно то, что волею судьбы в моей трудовой деятельности был период, когда я имел честь возглавлять данное ведомство. Рад тому, что налоговые органы держат марку. Мы и сейчас
плотно сотрудничаем с Министерством по налогам и сборам по различным вопросам, связанным с реформированием системы налогообложения, ее совершенствованием. Поступления в бюджет помогают жить без бед. Подвести пора итог, кто помог собрать налог. Что же будет со страной без профессии такой? Всю налоговую службу нам поздравить очень нужно. Пожелаем процветания и во всех делах старания, чтоб сопутствовал успех. В общем, с праздником вас всех! Сотрудников организации также поздравили спикер парламента Валерий Кварчия, представители различных ведомств и организаций Абхазии, Верховного суда, Министерства обороны, Генеральной прокуратуры, МВД. Чтобы поздравить абхазских коллег с профессиональным праздником, из Южной Осетии в Сухум приехала делегация, возглавляемая председателем комитета по налогам и сборам Юго-Осетинской республики Владимиром Каджаевым. В ходе торжественного заседания состоялось подписание межведомственного соглашения. Под документом поставили подпись все руководители ведомств Даур Курмазия, Владимир Каджаев. В завершении торжественного заседания ветеранам налоговой службы Абхазии были вручены медали в честь 25-летия создания Министерства по налогам и сборам республики, а сотрудникам организации присвоены очередные классные чины. Отличившимся служащим были вручены почетные грамоты. Гугу Цавардания, Тамас Чиковани, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. Депутаты Сухумского городского собрания намерены обратиться к коллегам из Гулрипша с просьбой помочь в решении экологической проблемы, разрешить временно утилизировать столичный мусор на Гулрипском полигоне. Такое решение было принято на внеочередном заседании депутатов Горсобрания, в котором принял участие мэр столицы Адгур Харази. Алика Трапш продолжит тему. В повестке дня внеочередного заседания депутатов Сухумского городского собрания всего лишь один вопрос – проблема утилизации твердых бытовых отходов в столице. Бессрочная акция протеста жителей микрорайона Маяк за закрытие Сухумской свалки продолжается. И если вопрос с вывозом мусора из города не решить в ближайшее время, то это может привести к распространению опасных болезней, отметил председатель Сухумского городского собрания Константин Пилия. Скапливать мусор в городе, скапливать на территории спецавтохозяйства наших предприятий, скапливать других городских, муниципальных, чтобы жителям как-то дать возможность тут обойти этот весь мусор. Это такая экстренная мера, очень непопулярная, очень сложная, очень противоречивая. Кто-то за, кто-то против, но вынужденная мера. Эта мера долго продолжаться не может, еще день-два, наверное, и потом мы подойдем к какому-то реальному санитарному коллапсу. Мусорная свалка на Маяке будет закрыта 30 ноября текущего года, а до этого в Гулрипском районе должен быть построен и введен в эксплуатацию полигон для захоронения твердых бытовых отходов с предварительным разделением по фракциям. Однако жители Маяка продолжают свою бессрочную акцию. По словам главы столичной администрации Адгура Харази, который принял участие в заседании городского собрания, действия жителей Маяка являются противозаконными. Я веду интенсивные переговоры сейчас с несколькими районами одновременно. И посмотрим. Я думаю, что я смогу решить этот вопрос. Но другое дело, то непонимание, которое существует со стороны жителей, оно для меня необъяснимо. Поэтому я хотел бы, чтобы, если вы посчитаете нужным, обращение и к ним тоже, что они совершают противозаконные действия. Что таким путем нельзя решать вопросы. Закрывать дорогу, мешать передвижению транспорта или предприятий – это недопустимо по закону. Пожалуйста, подберем другое место, определим совместно, если они хотят. Я тоже буду с ними сидеть, я тоже за закрытие. Пожалуйста. И буду с ними там митинговать. Это будет по закону. Это же общая проблема. Прокурор города Сухум Руслан Тыркба подтвердил, что митингующие нарушают административное законодательство республики. Если жители Маяка не прекратят акцию, то прокуратура города и правоохранительные органы вынуждены будут принять соответствующие меры. Мы сами выезжали туда, разговаривали с людьми, объясняли им, как говорится, своими мерами прокурорского реагирования. Мы пытались предостеречь их
от таких действий. Более того, мы им предлагали, напротив, обратиться и к нам в прокуратуру с тем, чтобы, как говорится, мы со своей стороны стали, наоборот, помощниками. И такого обращения к нам пока что не поступило. Из этого все следует, что на сегодняшний день ситуация заходит туда, когда и прокуратура совместно с другими правоохранительными органами будет принимать решения, потому что действия на сегодняшний день этих групп людей, они незаконны. В итоге депутаты Сухумского городского собрания приняли решение обратиться с письмом к коллегам в Гулрыбш, чтобы они разрешили временно утилизировать столичный мусор в Гулрыбшском полигоне. Кроме того, депутаты горсобрания намерены обратиться в Кабинет министров с просьбой ускорить решение вопроса со строительством нового полигона. Между тем, несмотря на то, что въезд в мусорный полигон на Маяке перекрыт, сотрудники столичного коммунального управления не прекращают свою работу. На улицах столицы по-прежнему собирают мусор. Вначале отходы вывозили и складировали на территории гаража спецавтохозяйства. Когда контейнеры заполнились, мусор стали оставлять в мусоровозочных машинах. Всего у спецавтохозяйства более 250 машин, и на сегодняшний день все они заполнены. Если не будут предприняты соответствующие меры по устранению существующей проблемы, последствия могут быть очень серьезными. Аля Катрапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. В Сухуме прошла вторая международная конференция «Абхазия в контексте российско-турецких отношений», организованная Международным фондом АПСНА. В ней приняли участие представители руководства, общественности и научных кругов, а также эксперты из Турции и России. Репортаж Наалы Кова. В центре внимания участников конференции вопрос международной политики Абхазии в рамках сотрудничества России и Турции. По словам президента Международного фонда АПСНА Санера Гогуа, отношения между Россией и Турцией имеют прямое влияние на нашу республику, так как Россия является стратегическим партнером Абхазии, а Турецкая республика – наш сосед через море, где проживает большая абхазская диаспора. Санер Гогуа уверен, что открытие транзитного коридора между Россией и Турцией через Абхазию положительно отразится на экономике нашей страны. Наши абхазские диаспоры, проживающие в России и Турции, в этом географии мы находимся очень давно, и есть у нас достаточно хороший опыт по вопросу логистика, по вопросу открытия транзитного коридора. Я встретился с разными коллегами и турецкие, и российские стороны, они заинтересованы. Турецкие предприниматели очень заинтересованы отправить свои сырья в Абхазию, если мы им создадим здесь промышленную зону, обрабатывать дальше свои продукции здесь, в Абхазии, и беспошлино отправить в Российскую Федерацию. Сегодня большая часть нашего народа живет в Турции. Именно этот фактор может стать таким, как мы пытались тогда с Сунером использовать, это во взаимоотношениях России и Турции, и внести свой какой-то маленький вклад в дело сотрудничества. Тогда еще не было такого близкого сотрудничества между Россией и Турцией. По мнению участников конференции, дружба и сотрудничество России и Турции открывают перед Абхазией возможности, которые помогут преодолеть многие проблемы экономического характера, а также способствуют возвращению абхазской диаспоры на родину. Эксперты из Турции и России высказали мнение о том, что очень важно развивать и укреплять абхазо-турецкие отношения, так как исторически сложилось так, что большая часть махаджиров живет именно в этой стране. Несмотря на то, что многие уже переехали жить на родину в Абхазию, в Турции остаются родственники репатриантов. Это очень сложный вопрос. Его превосходительство и я, мы работали министрами долгое время, и мы пытались найти какие-то возможности и пути, хотя бы чтобы начать установление каких-то отношений между Турцией и Абхазией. И я вижу здесь моих коллег и друзей, которые были представителями диаспоры в Турции, сейчас они граждане Абхазии. Они тоже хотят продолжать свою связь с Турцией, потому что там остались их родственники, они хотят ездить. Действительно, современное состояние российско-турецких отношений не предполагает того, что Абхазия является ключевым элементом, ключевым звеном в этих отношениях. И в этой связи Абхазии, наверное, нужно проявлять инициативу, искать свое место в этих отношениях. Примеры того, когда Абхазия это делала и делала это успешно, существуют. Например, хотелось бы вспомнить 2016 год, апрель месяц, когда как раз мы находились в состоянии кризиса, Россия и Турция, и Абхазия предоставила свою площадку, была инициатором экспертных, научных контактов.
Абхазия тесно связана с Россией, являющейся нашим союзником, и Турцией, где проживает многочисленная абхазская диаспора. Торговые отношения Абхазии с Россией и Турцией приносят существенный доход республике, и перспективы развития нашей страны во многом связаны с ожиданиями использования Абхазии как дополнительного моста дружбы между Россией и Турцией, отмечалось на конференции. На Алакове, Роберт Ломи, Руслан Орлов, Абхазское телевидение. В Сухуме открылась фотовыставка «Мы ждем» Хазыбшуб, посвященная пропавшим без вести в Отечественной войне народа Абхазии и их семьям. Экспозиция организована миссией Международного комитета Красного Креста в Абхазии с целью информирования населения о действующей с 2010 года программе по поиску и идентификации останков пропавших без вести. Фотовыставка будет показана во всех районах Абхазии. Об этом наш следующий сюжет. Около 30 фотографий о работе миссии, кадры с церемонии перезахоронения, щемящие душу снимки матерей, пропавших без вести, в глазах которых еще теплится надежда найти своего сына. Эти фото никого не оставят равнодушными. Цель выставки – почтить память погибших и пропавших без вести, а также рассказать о работе миссии МККК, которая уже на протяжении 9 лет в сотрудничестве с правительством Абхазии ведет поиск пропавших без вести людей и идентификацию обнаруженных останков. За 6 лет специалисты Красного Креста в Абхазии обнаружили останки 431 человека, из которых идентифицированы 163. Эта программа по поиску пропавших без вести начала в 2010 году. В 2013 году мы активно проводим работу по раскопкам и эксгумации тех, которые пропали без вести, с целью предоставления им родственникам, чтобы в дальнейшем они смогли бы провести все обряды и их перезахоронить. Выставка представляет собой хорошую возможность для жителей Абхазии, владеющих какой-либо важной дополнительной информацией, обратиться к комиссии и помочь в проведении идентификации, говорят организаторы. Выставка, она предполагается, значит, во всех районах Абхазии. Но столица Сухум был выбран для ее начала. Сегодня мы имеем честь открытия этой выставки. В дальнейшем планируется участие Гулрыбского района, потом уже Ачимчира, Кварчалгал, и позже уже переключаемся на Гагскую зону и Гудаута. Среди посетителей выставки представители общественных организаций, семьи пропавших без вести, а также школьники и ветераны. Выставку посетил советник президента Владимир Сантария и, конечно, матери погибших и пропавших без вести, для которых даже название выставки «Хазыбшуб» – смысл всей жизни. Вот почему они очень особенно относятся к подобным мероприятиям. Это был период, когда только речь шла о начале подготовки семей к предстоящей эксгумации и дальнейшей идентификации останков пропавших без вести. И вот нас группа психологов местных, Хатуна Логова, Манана Акиртала и я, мы работали с семьями пропавших без вести. По словам организаторов, выставка будет открыта в столице 2 дня. В дальнейшем планируется проводить ее во всех районах Абхазии. Щезина Жиба, Руслан Орлов, Абхазское телевидение. В республиканской больнице состоялась торжественная церемония вручения медалей за победу 48 медикам республики, выполнявшим свой долг в ходе боевых действий Отечественной войны народа Абхазии. Ветераны награждены согласно указу президента Рауля Хаджимба. Вручал медали коллегам главный врач республиканской больницы Аполлон Гургуля. В Абхазском государственном университете стартовала Олимпиада для школьников «Путь к вершинам». Ее основная цель – оказание содействия молодежи в профессиональной ориентации и выборе профессии. С 12 по 14 апреля выпускники школ пройдут Олимпиаду по всем профильным предметам, а победители Олимпиады будут зачислены в АГУ без вступительных экзаменов. В первый день Олимпиада прошла по биологии, химии и географии. Олимпиада собрала порядка 50 выпускников из разных городов Абхазии, где по каждому предмету будут определяться победитель и призеры. Задание, когда мы составляли, мы опирались на школьную программу, хотя мы не стали пользоваться тестовой системой, а задания немножко составлены методически по-другому.
для того, чтобы мы могли выявить аналитические способности наших олимпийцев, их умение излагать материал в виде, значит, текстового материала. Далее есть схемы, рисунки, то есть материал представлен в многообразной форме так, чтобы они могли бы свои знания продемонстрировать. Может быть, еще пока рано говорить предварительно, но судя по тому, как детки работают, я вижу, что есть хорошие, есть очень хорошие, есть те, кто, может быть, пока еще не собрался, но я думаю, еще есть у них время, больше получаса, они соберутся и напишут. Мы ожидаем довольно хороший уровень. Я хочу стать биохимиком. Там были разные вопросы, которые мы проходили в школе обычно. И я очень хорошо справилась с этим. Думаю, что я поступлю. Я сегодня пришла сюда, чтобы поучаствовать на Олимпиаде. Я хочу стать психологом. Есть и кинетика, все чуть сложно решать. У меня не получилось. Ну а так в основном не очень сложно. И о погоде. По сообщению Гидромедцентра, в выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Вечером и ночью местами возможен туман. Температура воздуха ночью +9, +14, днем +20-25. Температура морской воды +12. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.